чем сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет. Первое. Второе. Что касается, почему это вообще происходит. Я считаю, что это проявление, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит, о которых я уже упоминал. Не к ночи будем вспоминать, но уже в позднее время. Что имею в виду? Ведь я уже сказал, и мы все это знаем, что все рассчитывали на быстрый крах России. В течение 6 месяцев все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице. У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран, 20-ки, 2,2% до сих пор. И все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет. Все было давно решено. Ничего не нужно. И руководство Финляндии это прекрасно понимало. Чего в НАТО пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Но я думаю, что в значительной степени то, что происходит, продиктовано именно соображениями подобного рода. Но сейчас, когда приходит понимание, что все не так просто, что возникают проблемы, и лучше искать пути возобновления нормальных отношений, лучше переходить к каким-то договоренностям, взаимоприемлемым договоренностям. А, кстати говоря, мы с Европой-то всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. Это не пустое дипломатическое словосочетание. Мы именно так и делали. Не всегда с Европой так разговаривают сегодня. А мы только так разговаривали. Всегда. Но этого показалось мало. Ну, надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас вот уже обозначилось и будет набирать обороты и силу. И в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами, которые сегодня пытаются придать анафеме наши отношения. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. И для нас, и в данном случае для европейских стран.